Хадафис. Изначально план был такой – успеть доехать до Хайратона до того, как границу закроют, и перейти ее. Но в дороге было так много всего интересного, что мы останавливали водителя каждые полчаса, чтобы поснимать. В итоге граница уже была закрыта, поэтому план поменяли. Решили доехать до города Мазари-Шариф и заночевать в какой-нибудь гостинице или машине. Но снова сильно припозднились и в итоге остановились на ночлег в городке Айбак, провинции Саманган, у афганских татар. Хозяин этого дома – Зафаруддин Татар. Он работал депутатом в Самангане при правительстве Гани и преподавал в университете Мазари-Шарифа. In Afghanistan, we four language. Татары появились в Афганистане еще при Тамерлане, воевали в его войсках. Потом, при царе, татары из Казани через своих местных земляков прокладывали торговые пути в Китай и в Индию. Ну и последнее переселение в Афганистан произошло после революции в 1917-м, когда часть татар бежали в Турцию, а кто-то и сюда. Сегодня они не помнят свой родной язык и говорят на дари и фарси. The Taliban says that they are different. They are not dedicated to those Taliban that was 25 years ago. Yeah. What do you think? Талибы проанализировали, что тогда, в 90-х, народ был изнеможден войной, безграмотен, испуган, и они по-другому воздействовали на афганцев. А за этот 21 год в Афганистане многое поменялось. Многие люди получили образование, просвещались, кто-то побывал за рубежом, прошел там обучение. И сейчас талибы видят и понимают, что если с людьми начнут жестоко обращаться, то народ это плохо воспримет. Сложно пока оценивать и сравнивать прошлых и нынешних талибов. Сейчас стало спокойно, стало безопасно, нет убийств и грабежей, и это хорошо. Эти талибы не такие жестокие, как предыдущие, но то, что нынешние делают, это показуха или нет, время покажет. Либо они потихоньку отомстят всем, кто служил при прежней системе, либо они помилуют всех и по-другому настроят свою политику ко всем нациям, проживающим в Афганистане. Также пока в политике талибов напрягает отношение к женщинам. Их стали не допускать к работе, кое-где не допускают к учебе, но ведь они также раньше получали образование, старались. И, конечно, хотелось бы, чтобы талибы, какими они были 21 год назад и какие они сейчас, чтобы они прогрессировали и допускали к социально-политическим процессам женщин и девушек, чтобы все могли свободно мыслить, свободно высказывать свое мнение. Татарская диаспора в Афганистане насчитывает 1,5 миллиона человек, и среди них очень большой процент образованных и активных в социальной жизни людей. Большинство из тех, например, кто сидит в этом доме, говорят по-английски, знают 3 языка. Сам Зафаруддин имеет кучу дипломов. Он инженер-энергетик, политик, вел передачу на местном радио, занимается смешанными единоборствами, но теперь, как и многие, сидит без работы. Сегодняшние реалии таковы, что все наши знания, приобретения, опыт оказались вне Конституции и вне политической жизни страны. Все, что мы приобрели, оказалось никчемным и невостребованным в нынешних реалиях. Хочется теперь взять и все это сжечь, потому что нет почвы для реализации этих знаний. Это самая больная тема для нас. Мы, образованные жители страны, не можем реализовать свои знания, участвовать сейчас в социально-политической жизни страны и помогать развивать ее. Афганские татары занимаются земледелием, и свою продукцию, орехи, цитрусовые, обычно продают в Иран и Индию. Но сейчас логистика нарушена, и урожай гниет.